Государственный архив современной истории Чувашской Республики в рамках празднования столетия со дня образования Чувашской автономной области представляет вашему вниманию дополнение раздела «Чувашия на современном этапе» электронной историко-документальной выставки «Чувашия. История и современность», которая была подготовлена в 2010 году в преддверии празднования 90-летия Чувашской автономии. Хронологические рамки охватывают период с 2010 по начало 2020 года. В ходе работы над дополнением были использованы материалы, хранящиеся в фондах Государственного архива современной истории Чувашской Республики, Государственного исторического архива Чувашской Республики, Архива Государственного совета Чувашской Республики, а также в коллекции аудиовизуальных документов Государственной киностудии Чувашкино и Архива электронной документации Чувашской Республики. Неотъемлемой частью в работе стали материалы, представленные на официальных сайтах органов власти Чувашской Республики. Издание состоит из предисловия, двух основных подразделов «Социально-экономическое развитие» и «Социально-культурная сфера», материалов проекта, а также страницы с информацией о проекте. На страницах размещены текстовые и графические гиперссылки, позволяющие легко найти нужную информацию. Главной чертой рассматриваемого десятилетия является развитие цифровых технологий и формирование информационного общества. Ведь технологический прогресс в той или иной степени оказал воздействие на все стороны жизни общества, будь то промышленность, образование или система здравоохранения. Поэтому данная работа позволяет рассмотреть каждую сторону его проявления. Подраздел «Социально-экономическое развитие» знакомит с совершенствованием отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, дорожного хозяйства, транспорта, характеризующихся использованием инновационных решений. Примером использования инноваций является производство солнечных модулей Хевель, которые с успехом реализуются в 33 российских регионах, или сотрудничество акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный завод» и общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Экро», которые в июне 2019 года реализовали первый проект мобильной цифровой подстанции для нефтегазовой отрасли. Чувашия поддерживает внешнеэкономическое сотрудничество не только с российскими регионами, но и со многими странами мира, такими как Казахстан, Республика Беларусь, Китай, Азербайджан, Молдова, Индия, Италия и многие другие. Особое место в экономике Чувашии занимает агропромышленный комплекс, который представлен животноводством, растениеводством, домашним рыболовством. Успешное развитие агропромышленного комплекса обеспечивалось рядом федеральных и целевых программ. Например, Республиканской целевой программы развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2015 годы. В 2010 начале 2020 года представителям частного аграрного сектора руководством республики была оказана господдержка в форме грантов, лизингов и льготных кредитов на покупку скота, кормов и техники, а также государственное субсидирование с привлечением инвестиций. Строительство в изучаемый период стало активно развивающейся отраслью. Импульсом явилось постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 9 февраля 2011 года под номером 28 о республиканской комплексной программе государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы, а также федеральная целевая программа жилища, которая включала республиканскую целевую программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, и подпрограмма обеспечения жильем молодых семей. Важное значение имел указ президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года под номером 714 об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В период с 2010 по 2019 годы 6031 ветеран улучшили свои жилищные условия. Автомобильные дороги выступают важнейшим звеном, от которого зависит уровень экономики и социальное благополучие жителей республики. Учитывая данный факт, в 2011 году был дан старт масштабной работе по ремонту дворовых территорий и проездов к ним. А в 2018 году начал работу национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В целях развития и улучшения качества перевозок была проведена транспортная реформа. В
в рамках которой в городе Чебоксары продолжилось внедрение системы безналичной оплаты проезда. Были установлены информационные табло с указанием времени прибытия общественного транспорта. Был увеличен парк автобусов большого и среднего класса, а также были созданы новые и изменены существующие маршрутные линии. Например, была открыта автобусная линия Чебоксары-Новочебоксарск, на которой эксплуатируются 4 троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Подраздел «Социально-культурная сфера» является сложной и требующей к себе особого внимания. Здесь раскрывается роль учреждений культуры в развитии духовной сферы и сохранении культурного наследия Чувашии, поддержание межконфессионального и межэтнического мира, а также представлена трансформация области здравоохранения, физической культуры и спорта. Учреждениями культуры велась активная работа по сохранению, популяризации и приумножению культурного наследия республики. Архивы Чувашской республики вносят весомый вклад в дело сохранения документального наследия Чувашии. Так, в 2020 году, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов архивами Чувашии проводилась работа по видеозаписи воспоминаний тружеников тыла. Государственным архивом современной истории Чувашской республики были организованы онлайн-уроки по истории войны, а также объявлена акция «Народная память. Сохраним Победу» по сбору документов из личных архивов участников войны. Отметим, что временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев в рамках акции посетил Госархив и внес значительный вклад в сохранение памяти о войне, предоставив воспоминания участников войны на USB-флеш-накопителе. Библиотеки и Чувашское книжное издательство вели работу по выпуску новых изданий и популяризации уже изданных книг. Музеи Чувашии двигались не только в направлении сохранения и популяризации, но и вели работу по интеграционно-культурному взаимодействию. Экспонаты Музейного фонда Чувашии становились участником крупных выставочных проектов по всему миру. Театральное искусство Чувашии ежегодно удивляет зрителей премьерами, которые демонстрируются на Международном балетном и оперном фестивале, Международном конкурсе молодых оперных певцов памяти Максима Дормидонтовича Михайлова, Гастрольном фестивале театров кукол Поволжского региона «Карусель сказок», Республиканском конкурсе театрального искусства Чентерли-Чарша и других. Киноискусство Чувашии сегодня стоит на переходном этапе. Дополнительным толчком в этом деле является ежегодный Чебоксарский международный кинофестиваль, гостями которого являются именитые режиссеры, критики, актеры и другие представители киноиндустрии республики и страны. В целях развития народного творчества, укрепления и приумножения традиционных национальных духовно-нравственных ценностей в республике проводятся масштабные мероприятия. Всечувашский фестиваль народного творчества «Родники России», Всечувашский праздник Агадой, акция «Пойдем Чуваш диктанче», Всечувашский диктант, Международный фестиваль традиционной культуры и искусства тюркского мира «Урмай-Залида», Межрегиональный фестиваль мордовского народного творчества «Орда» и другие. Отметим, что в республике сложились гармоничные отношения с представителями разных религий. Уделяется особое внимание поддержанию межконфессионального мира и согласия. Эпохальным событием в религиозной жизни Чувашии стало издание полного перевода Библии на чувашском языке, осуществленного известной переводчицей Евой Николаевной Лисиной по благословлению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы при поддержке объединенных библейских обществ и открытия музея Библии. Образовательная сфера занимает значительное место в развитии региона. В рассматриваемый период действовала государственная программа Чувашской республики «Развитие образования» на 2012-2020 годы. В рамках программы ведется работа по повышению качества начального и среднего образования, системы дополнительного образования детей и молодежи, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры здоровья, повышение востребованности выпускников высших и средних профессиональных учреждений, главным образом в сфере внедрения цифровых технологий. Большое внимание в рассматриваемое десятилетие уделялось гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Последнее десятилетие Чувашская республика устойчиво занимает лидирующие позиции в общероссийском рейтинге эффективности региональных систем здравоохранения. Главным инновационным проектом цифровизации стало развитие телемедицинских технологий, главным образом по профилям – нейрохирургия, кардиология, акушерство, гинекология, онкология.
Важное значение в рассматриваемый период уделялось открытию новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, а также проведению ремонта действующих медицинских учреждений. Для упрощения процесса обращения в медицинское учреждение в 2017 году начала функционировать услуга «Личный кабинет пациента. Мое здоровье» на едином портале государственных услуг, где также можно записаться на прием к врачу. Особое место в социальной политике республики занимали физическая культура и спорт. Согласно государственной программе Чувашской республики «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» особое внимание уделялось обеспечению здоровья и активного долголетия жителей Чувашии. Для этого ежегодно проходит огромное количество спортивных мероприятий разного уровня, по таким видам, как легкая атлетика, велоспорт, борьба, шахматы и другие. 4 декабря 2013 года была принята государственная программа «Информационное общество Чувашии» на 2014-2020 годы. Программа способствовала созданию системы межведомственного электронного взаимодействия, информационного ресурса «Народный контроль», порталов образовательного, транспортного, здравоохранения и других. В целях реализации программы «Информационное общество» начали действовать единый портал госуслуг, а также многофункциональный центр, работающий по принципу одного окна. Период с 2010 по начало 2020 год наполнен событиями, как в сфере экономики, которые представлены успешной реализацией инвестиционных проектов с региональными и зарубежными компаниями, основанные на внедрении инновационных технологий, так и в сфере культуры и образования, которые были направлены на сохранение и приумножение духовного наследия Чувашии. Детальнее ознакомиться с дополнением раздела «Чувашия на современном этапе» электронной историко-документальной выставки «Чувашия. История и современность» можно на официальном сайте Государственного архива современной истории Чувашской республики в разделе «Электронные издания и публикации».